Дорогие друзья, сегодня у нас старый Новый год. У всех у нас, естественно, есть семьи. Родители, бабушки, дедушки. Но у каждого из нас есть еще вторая семья. Это наш с вами штаб. Да. И вот штабу на будущий год мы пожелаем счастья, развития, процветания, здоровья. У нас вообще всегда очень завышенные мечты, у нас очень завышенные требования к себе. И поэтому мы хотим Новый год, чтобы будущий был такой, значит, интеллектуальный, насыщенный, плодотворный, полезный и, самое главное, результативный. Хорошего всем здоровья и с Новым вас годом! Хайырлы кич, кадрлы милләттәшләр. Сезне яңа еллар белән котлыйм. Исәнлек, саулык, тазалык булсын. Безнең менә штабта күпме яшьләр утыра, танышалар, безнең телне коткаралар, культураны, милләтне. Һәм инде безнең штаб инде иң көчле. Дәмәкәй, Мәскәүдә дә, Рәсәйдә дә менә күпме дуслар, татарлар, башкортлар, килегез безнең штабка. Меня зовут София, это Лаура, и мы в штабе второй раз. Я думаю, что не последний. В штабе нам очень нравится. Здесь чувствуется тепло, что-то родное. Это приобщает к татарской культуре, что очень хорошо. И в целом очень домашняя обстановка, очень уютно, очень много народу, с кем можно пообщаться, познакомиться, найти новых друзей. И это, конечно, очень радует. Меня зовут Аделина, мне 20 лет. Я здесь первый раз, и я попала сюда немножко случайным образом, потому что накануне Нового года я на остановке встретилась с девушкой, с которой мы разговорились, и она пригласила меня в чат. Вот, это было еще в прошлом году. Сейчас, на Старый Новый год, я набралась смелости и пришла сюда одна. Было немного неловко, но меня сразу приняли, со мной меня разговорили. Здесь очень теплая атмосфера. Мне нравится, я как будто бы попала к себе домой, только находясь в Москве. Вот, потому что я изначально, когда только-только поступила 3 года назад, я пыталась найти что-то подобное, хотела посмотреть татарские спектакли, посиделочки татарские. И в итоге меня это само нашло тогда, когда мне это и нужно было. Здесь очень теплая атмосфера, и люди улыбаются, встречают. Наверное, в первую очередь я хотела прийти сюда, чтобы почувствовать себя дома, услышать родную речь, потому что в Москве я очень-очень редко разговариваю на татарском, только когда разговариваю по телефону с Авикой, вот, или с мамой. Поэтому тут как будто бы такое настроение, как будто бы тебя обнимают, ты дома, тебе лет 10, вот, смотришь телевизор, ТНВ и слышишь, как тебя зовут Шейшерья. Еще порадовало, что, так скажем, мой первый визит в штаб был как раз-таки с другими студентами. Я познакомилась с ребятами из других вузов. Это очень хороший опыт, я считаю. Еще могу сказать, что здесь очень классно проводить время. Здесь и поют песни, приезжают разные спикеры, здесь все играют в игры. В общем, очень много всего интересного. Я думаю, что каждый найдет что-то для себя. Баргазгада Салам, Исмам Ильяс. Я в штаб впервые пришел 8 апреля или 7 2023 года, так что я тут, по сути, все еще меньше года. Каждый раз, когда у меня есть возможность, я выделяю время, чтобы прийти сюда, встретиться со всеми такими чудесными людьми, приобщиться к татарской культуре, татарскому языку, к Татарстану, не только к ним на самом деле, потому что не только татары собираются все-таки. Говоря же про 2024, я ожидаю дальнейшего развития, потому что буквально недавно на стыке годов поменялась часть правил. Условно, вход стал платным, вход ограничили так, что только студенты теперь могут посещать штаб. Вот, в общем, в какой-то степени даже формат поменялся, чего хочется пожелать, чтобы побольше ребят со всех краев Москвы, со всех университетов Москвы сюда приходили, расширяли свои сети связей. То дело, которое делает Рустам Абый и его команда, сможет так вывести для того, чтобы оно увенчалось успехом.
Vasile me veremiro,